Сегодня расскажем о Жумабеке Ташенове. Оңтүстік Қазақстан облысының Бостандық, Мақтаарал аудандарын Өзбекстанға беруге, солтүстік облыстардың Ресейге қосылуын тоқтатты. Не побоявшимся сказать «нет» первому руководителю Советского Союза и тем самым сохранившего его территориальную целостность. Қазақ Республикасы Жоғарғы Кеңесі төрағасының мұндай мінез танытуы әлбетте көзсіз ерлік болатын. Во-первых, это абсолютно разные фигуры даже. Сопоставлять Ташенова и Кунаева – это все равно сопоставлять какой-то огромный дом и небольшую избушку, если честно говорить. Ташенов – это вот то, что сейчас его сделали, это мифический герой на самом деле. В 1956 году он сам, будучи председателем Президиума Верховного Совета Казахской ССР, возглавил группу инициативную, которая объезжала территорию Казахстана и те земли, 500 тысяч квадратных километров, голодной степи Бостандыкский район, именно по его предложению была отдана Узбекистану. В 1956 году, когда он был председателем Президиума Верховного Совета. Дело в том, что это было принято, отдано, и до сих пор вот эту землю так и не вернули. Қазақ СССР Жоғарғы Совет Президиумының председателі депутат Ташенов Бостандық ауданының және Бетпақ-дала жерінің бір бөлігін Өзбек СССР-ның құрамына беру туралы хабар жасады. Бұл хабарды депутаттар Саркиева, Сәбит Мұқанов қызу қостап туысқан екі халықтың көздейтін мақсаты мен мүддесінің бір екендігі туралы айтты. Бостандық ауданы мен Бетпақ-дала жерінің бір бөлігін Өзбек СССР-ның құрамына беру Совет одағы халықтарының мызғымас достығының айғағы. Маңғышлақ түркмендердің еншісінде кеткенде Тың өлкесі өз бетінше 16-шы республика болып бөлініп кеткенде Өзбекстанға кеткен 3 аудан елге қайта оралмағанда Қазақстанның территориясы қандай болар еді? Екі кезең болды, я? Да. Екі кезең туралы айтып беріңізші. Сначала, то есть в период Брежнева, решили передать Бостандыкский район. Это вообще давно лоббировали узбекские власти, они еще до войны пытались, чтобы им передавали эту территорию Казахстана, еще во время Жумабая Шаяхметова такие попытки предпринимались, но как бы в тот момент эти инициативы были заблокированы. Когда уже пришел к власти Хрущев, тогда у узбеков уже изначально были сильные позиции. Там был такой Мухиддинов, который вошел тоже в президиум ЦК КПСС. Да, и вот они начали опять эти вопросы поднимать. И первой ласточкой стал Бостандыкский район. Вот во времена Брежнева, когда Брежнев возглавлял Казахстан, они попросили, так скажем, Бостандыкский район, там в течение нескольких месяцев эта эпопея шла, там Жумабек Шаяхметов сопротивлялся, да и другие, там вся республиканская элита, она была, конечно, этим недовольна. Там были и письма, и выступления какие-то, но все-таки сломали их всех и заставили этот Бостандыкский район передать. В то время Кунаев был премьер-министром, председателем правительства, Брежнев руководил Компартией, а Ташенев был этим председателем Президиума Верховного Совета. А потом уже пошла вторая ласточка, это вот когда там Житса и вот эти все 3 района там они забрали.
ағам армияға кеткен кезде Өзбекстаннан кеткен еді. 70-ші жылы. 78-де келгенде қайта Қазақстан болған. Оның алдында біз балайыз қой, ол кезде мен білмеймін қай жыл болды. Не болса да сол Хрущевтің кезінде өтті ау деп отырмын да мен. Ташкенттен поезд келеді. Сөйтіп ана жерде разъезд бар. Разъездерді жаңағыдай қара нанды жүгерінен тастайды. Жүгеріненге таласты ғой халық. Нан қалмады ғой, наннан айырылдық қой. Сөйтіп Хрущев бұның бәрін құртты ғой, Өзбекстанға беріп жерді осы жердің бәрін. Қонаев жоғары жаққа жазып, бұл қазақтың жері деп заказ қылып, біз арендаға бергенбіз деп, соны жоғары жақтан шешіп алған Москвадан. Сөйтті ғой. Ташенов ағамыз болып, біздің границаны осы біздің шекарамызды айқындап берген, таласып жүріп, осы аудандарды қайтарған кісі ғой ол. Сол кездерде Қонаевтың асқан жаңағы еңбегінің арқасында, еліне, жеріне деген құрметінің арқасында біз Қазақстан болып қалдық деп ойлаймын. Біз бұл мәселе туралы және Қонаев Ташенов арақатынасы туралы сарапшылардан сұрадық, Қонаевтың туған туыстарынан сұрадық. Ташенов тарапынан Саян Ташенов, яғни Жұмабек Ташеновтың туған ұлы Саян Ташеновтен сұрауға бел будық, хабарластық. Ол кісімен кездестік, off the record көп әңгіме айтылды, бірақ Саян Ташенов біз бұл фильмге қатысудан түбегейлі бас тартты. Бізге мына кітапты сыйлыққа берді, осыны оқыңдар, ішінен бәрін табасыңдар деді. Әлия оқып жатыр. Ішінде Ташеновке қатысты біраз ақпарат бар. Дегенмен мені мазалайтын бір сұрақ. Аса салқын қандылықпен кітап жазған, мемуар жазған Қонаев дәл Ташеновке келгенде кішкене эмоция білдіреді. Бұл өте қызық. Және Ташенов туралы Қонаев қалай жазған оқиық. 1960 жылы желтоқсан айында КСРО жоғары кеңесінің кезек сессиясы өтіп жатты. Үзіліс кезінде Косыгин қасыма келді. Көп сөзге жоқ кісі ғой дейді ол. Хрущев сені және Ташеновты түскі дәмге шақырады деді. Ойымызда дәнеме жоқ, шақыруды құп алып Хрущев түстенетін жерге бардық дейді. Орталық комитет президиумының мүшелері түгел осында жиналыпты. Не екенін қайдам, Никита Сергеевич өзінде жоқ елгезектік танытып, Ташеновқа қайта-қайта бұрылып. Бірде қайдағы жоқ сұрақтар қойса, бірде мынадан ауыз дейіңіз, дәмсі сірә осы болар деп алдындағы дәмнен асатады дейді. Яғни Хрущев Ташеновтың алдартына түседі деген әңгіме. Түстік ас ішіліп, мәжіліс алдында әркім өз шаруасымен жинала бастаған. Хрущев мені тоқтатып, 30-40 минуттан соң маған келіп кетіңіз, сіз қажетсіз деді. 30-40 минуттан кейін Қонаев Хрущевқа барады, Хрущев оны бірден қабылдайды да. Әңгіменің тоқетерін айтатын, әдетте тоқетерін айтатын Хрущев, анау алыстан бастап, орағытып, әріні берін айта бастайды екен. Ойымды жинап үлгергенше Никита Сергеевич бұлтақтатуды қойып төтесінен кетті дейді. Ташеновты республика министрлер кеңесінің төрағалығынан босатыңыз дейді. Это воспоминание Кунаева? Да, убирайте Ташенева надо убрать. И Ташенева снимают с работы, и в те же дни как раз выносится решение о создании Целинного края. То есть, вероятно, вот этот инцидент имел место как раз там, во время банкета в Москве, что-то такое произошло. Никто это не упоминает, другие авторы, в других мемуарах этот момент, кроме вот Кунаева воспоминаний и
То есть никто об этом еще не говорит, чтобы пазл Нет, какой-то... Нет, ничего такого существенного, никаких документов, насколько я знаю, не обнаружено. То есть, но можно привязать, что вот на банкете, если мы выстраиваем такую логическую цепочку, на банкете Хрущев обхаживает Ташенева, это здесь можно верить Кунаеву, да, он достаточно, так скажем, не заинтересованная сторона. Потом тут же, да, чего-то, видимо, не добившись от Ташенева, он требует его убрать, и сразу выносится решение о создании целинного края. То есть можно полагать, что именно в эту встречу что-то произошло между Ташеневым и Хрущевым. Хрущев, переговорив с Кунаевым и секретарями обкомов, заявил отцу, что все они согласны с передачей этих 5 областей целинному краю, с возможным выделением из состава Казахской ССР. Отец ответил, что категорически не согласен с этим. И не только потому, что на этой земле похоронены его предки. Передачу земель нельзя допускать, во-первых, без согласия тех, кто проживает здесь. Во-вторых, это противоречит Конституции СССР, где сказано, что никто не имеет права перекраивать границы союзных республик. Хрущев, говорят, взорвался, стал орать, обзывать отца националистом, угрожать, что он его уничтожит. То, что он там в 60-м году Хрущеву где-то там сказал, ни одного документа об этом нет. Димаш Меч говорит, четко сказано, это было во время приема, когда Хрущев его отозвал, они стояли, разговаривали. Он ему что-то там сказал, что он ему сказал, никто этого не видел, не слышал, после чего только он отошел от него, и Хрущев сказал, немедленно этого дурака снять. Вот, это даже на приеме уже было сказано. А потом на следующий день вызвали всех членов бюро, сказали, немедленно его снять. И все. Вот весь его героизм. В чем он выражался? Почему вы думаете, Кунаев его описывает таким... Какое-то русское слово там было, типа... Ну, там надменный, да еще такой одно слово. грубый, что-то такое. Он реально был таким, по воспоминаниям других людей? Субъективный взгляд — это всегда там есть субъективный взгляд, да, на человека. То есть, с одной стороны, действительно, насколько я понимаю, да, Ташенев действительно отличался таким взрывным темпераментом, характером. Если мы, опять же, их сравниваем двоих, то Кунаев, он был такой хладнокровный, флегматично все воспринимал, да, такой, а Ташенев, можно сказать, холерик, да, такой был. Он бурно реагировал на все, да, он бросался в драку, да, сразу, можно сказать. А Кунаев, он мог выждать, да, посмотреть, такой спокойного темперамента человек был. И, наверное, да, он где-то, наверное, он был прав, но в то же время надо понимать, что он вкладывал свое субъективное отношение. И поскольку вот у них это соперничество было, вот в тот период, начальный период их карьеры, да, когда они оказались на Олимпе, это, наверное, был один из самых серьезных его соперников в борьбе за власть. Понятно, что как бы мы не идеализировали, опять же, исторические личности, да, когда политики схватываются в борьбе за власть, там в ход идет многое. Предъявили какие-то бессмысленные обвинения. Характер несносный, недипломатичный, плохой хозяйственник, националист и так далее. Местные казахстанские власти по собственной инициативе пошли еще дальше. Запретили даже показывать кадры кинохроники с его участием. Теперь уже общеизвестно, что великий самодур Хрущев дал указание Кунаеву не допускать Ташенова в кресло первого руководителя, любого, даже областного ранга. Поэтому его отправили в Чимкент заместителем председателя облисполкома. Перед этим отец около полугода был без работы. В советское время это была катастрофа. Никаких запасов у семьи, где росло 5 детей, не было. Мы голодали. В нашей квартире даже мебель была казенной. Никто с нами не общался. Знакомые, увидев нашего опального отца, переходили на другую сторону дороги. Тех, кто пытался помочь, репрессировали. Сын Ташенова говорит, что его же сослали потом в Шымкент, Шымкентке, то я. Сын говорит, что
Это, в принципе, дело рук Қонаева. То, что он просто сливал тех, кто конкуренты, да, деген сияқты. Бірақ кітабында Қонаевтың өзі Брежневке, наоборот, Тәшенов үшін одан да оны төменге қызметке жібермеу үшін. То есть он говорит, что он отстаивал его, правильно? Знаете, заступаться можно по-всякому за человека. Вы никогда не работали, допустим, на государственной службе? Нет. Нет? Ну, может быть, в какой-то корпорации большой, где... Нет, в корпорации, да, работала. Но... Вы не видели, какие бывают между людьми взаимоотношения, когда там они делают карьеру там, и так далее? Там. Поэтому... Заступаться можно по-всякому. Может быть, там Кунаев действительно где-то заступался, но заступался так, что Ташеневу это потом вышло еще больше. Да, там. Поэтому он мог и не лгать, да, в этом отношении. Но, конечно, падение Ташенева, так скажем, соответствовало интересам Кунаева как политика. Но он пользовался колоссальным авторитетом среди национальной интеллигенции. Во-первых, он был казахоязычный, он свободно, он чем отличался, он проводил вот эти все мероприятия, совещания, он часто проводил на казахском языке, он был на короткой ноге со многими представителями национальной интеллигенции, и в этом плане он пользовался даже большим авторитетом, чем Кунаев. Там есть воспоминания о том, как он там кому-то там давал квартиры, кому-то там помогал с работой, защиту, да, национальной интеллигенции, в общем, оказывал, проявлял, да. Кунаев в тот момент, наверное, даже ему вот действительно проигрывал, потому что он был все-таки в большей степени русскоязычный человек, казахский язык у него был такой на достаточно разговорном уровне, и он в такой степени, он, конечно, ну, по крайней мере, когда они были оба молодые, такие 40-летние, в такой степени он не пользовался популярностью, так скажем. На трибуне первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Юсупов. Дорогие товарищи, сегодня у тружеников села, у всех трудящихся нашей республики, Когда я пришел к руководству республикой, мои черноглазые друзья говорили, что к вершине Казахстана поднялся уйгур. Если это так, то почему этого не сказали о Кунаеве? Он же по национальности татарин. Об этом я, как бывший руководитель Казахстана, заявляю с полной ответственностью. Кунаева и его родители никто лучше меня не знает. Потому что наши родители с самого начала жили в Алмате по соседству. А мы с Димашем Ахметовичем Кунаевым с детства росли вместе, затем вместе учились в уйгурской средней школе имени Сопи Зарвата. Когда встал вопрос о выдвижении руководителя Казахстана из числа национальных кадров, Кунаев в одну ночь уничтожил свой паспорт и получил новый с подтверждением его национальности как казах. О его хитроумном лукавстве я хорошо знал, однако об этом факте открыто заявить еще тогда не наступало время. Кстати, один из аргументов, которые нам говорили, ну, типа мы молодые были, говорилось про Қонаева почему-то, то, что бүкіл ақпараттық ағынның бетінде қалқып жүрген аргументтер, это было то, что Қонаев же не казах был, деген сияқты. Вот ты, блин. Ну это уже, во-первых, даже на эту тему мы вынуждены были как это сдать ДНК или что-то показать. Нет, мама, вернее, мама моего деда, Милляхмеда Джумабаевича Кунаева, татарка. Мама. То есть отец казах, мать татарка. Вот на 25% получается Димаш Ахметович татарин. Вот. А вот по материнской линии. А отец-то у него Шежирей у нас есть, мы же из рода. Но если вот Милляхмед Джумабаевич, это самое его мама, Хадиша Апа, Хадиша, как недавно они называли, что ли, по-татарски, она была татаркой действительно. Вот. А отец казах был у нее Жумабай, настоящий там.
казахов и из рода-то. Ну, что поделаешь. Вот, ну, это просто вот эту тему уже столько муссировали. Ну, хорошо, мы уже даже говорили, он даже, пусть он не нагос казах, как вы говорите, да, но он для казахов сделал гораздо больше, чем любой другой казах, я так считаю. Миллиона тонн. Столько мангышлакской нефти уже поставил стране в юбилейном году полуостров Сокровищ. Хрущевтың миына тағы бір таптырмас идея келеді. Та-да! Sorry. Хрущев Қонаевпен бір кездескенде былай дейді: Маңғышлақ түбегін Түркменстанға беру қажет. Неге? Түркмендердің тәжірибесі мол. Олар маңғышлақ мұнайын тезірек игереді. Шөлді және жартылай шөлді аймаққа әбден бейімделген. Олардың геологиялық барлау ұйымдары әлдеқайда мықты деп Хрущев осы аргументтерін алға тартады. Сіз біздің мүмкіндігімізді дұрыс бағаламайды екенсіз. Біздің мұнайшыларымыз да, геологиялық барлау ұйымдарымыз да ешкімнен кем түспейді. Ол ыршып түсті, бір қызарып, бір сұрланды. Бір халықтың ғана мүддесін көздемеңіз. Бүкіл Кеңес одағына мұнай керек. Және орасан мол мұнай қажет. Сондықтан барлау жұмыстарын күшейткен жөн. Маған шегінер жер қалмады. Табан тірейтін, өз сөзімнің дұрыстығына көз жеткізетін бір-ақ кісі бар еді. Менің уәжім дәлелсіз десеңіз, геология министрі Сидоренкомен сөйлесіп көріңіз дедім. Ол телефон тұтқасын көтеріп, Сидоренкомен байланысты. Менің бағыма қарай геология министрімен екеуміздің ойымыз бір жерден шықты. Никита Сергеевич, Қазақстанда геологиялық қызметтің мықтылығына еш күмәніңіз болмасын. Қазақтар маңғышлақты жылдамырақ игереді, оған тәжірибелер де жетеді. Түбек жаяу арада Ақтөбе және Гурьев темір жолымен жалғасады, мұның өзі маңғышлақ мұнайын игеруді тездете түседі. Хрущев түсінікті деді де телефон тұтқасын сылқ еткізіп қоя салды. Сосын маған қарап, біз әлі де ойланайық деді. Ал әзір Қазақстан мен Түркменстан шекарасын бұзбай тұрайық деді. Сондай жеңіл, я? Ірі елдің шекарасын бұлай бұзып 5 минуттың ішінде. Хрущев бы, если бы захотел, мне кажется, он, наверное, сделал. Что спасло? Что? Ну, во-первых, это вот в том-то и дело, что Димаш Имеджи не просто ругался с ним, а он аргументировал. Вот как вот, допустим, Мангышлак он хотел отдать туркменам. Они разбираются, они хорошо знают нефть, давайте отдадим Туркменскую республику. Димаш Имеджи говорит, наши геологи не хуже никаких там туркменских. Вот, пожалуйста, спросите по этому поводу. Мы же сами эти месторождения наши геологи разработали. Пожалуйста, можете уточнить у министра геологии СССР Сидоренко. И Сидоренко поддержал. А потом было хорошо, тогда собрали совещание, и на это совещание он отправил молодого министра геологии Есенова, на которого вот он тогда, так сказать, и он тогда там делал доклад на этом совещании в Москве, на котором было окончательно принято не трогать. Кстати, сейчас говорят, что вот Мангышлак именно спас Шахмардан Есенов. Вот в той форме. Но он же был министр, он не то, что вот это вот неправильная постановка вопроса. Только первый руководитель республики может возразить первому руководителю страны. Есенов, он сделал грамотный доклад, как ученый, как геолог, как министр геологии на том большом совещании, которое проходило в Москве в отношении использования Мангышлака, на какой территории. А все до этого, ну, то есть подготавливал почву именно
Димаш Меч во главе, ну, вот в смысле, в разговорах и переговорах с Хрущевым, он все время его объяснял и приводил аргументы, против которых он не мог. И именно так вот это же политики поступают. А не то, что там посылают грубо, или там говорят, я сейчас в ООН подам, или мы сейчас выйдем из состава. Но это так вот, почему войны происходят. Десятки тысяч молодых патриотов по зову партии прибыли в Казахстан. Со всех концов страны шла могучая техника. В новоселом цилиндр земель приезжают родные и близкие. Тысячи и тысячи семей прибывают в Казахстан. Бес облыс бер жағы Хрущевтің алтын миына тағы бір алтын идея келеді. Ол тың өлкесіне Қарағандыны қосу. Дәл осы туралы Қонаев былай еске алады. Мынадай ұсыныс бар. Қарағанды облысын тың өлкесіне қоссақ деп едік. Былай етуге жол беруге болмайды. Егер Қарағанды бассейнін өлке құрамына қоссақ, онда астықтан бір жола айырылдық дей беріңіз. Өлке астықпен айналысуын қояды. Хрущев менің ойымды аяқтатпай, өнеркәсіпсіз тыңды көтере алмаймыз. Сіз тағы да жете түсінбей отырсыз. Біз Қарағандыны капиталистерге беріп жатқанымыз жоқ қой. Қонаев қарсылығын қайтып алуы тиіс. Дәл осы кезде Микоян менің жыртысымды жыртып, өз байламын айтты. Байқауымда Хрущевпен ет жақын адамда емін еркен сөйлеседі екен. Босқа күйіп піспей, Никита Сергеевич, сенікі дұрыс емес. Егер Қарағандыны тыңгерлерге берсек, күні ертең өзіміз өлке басшыларын көмірмен айналысуға мәжбүр етеміз. Ал астық екінші қатарға сырылады. Тың өлкесі көмір емес. Астық өндіру үшін құрылып отыр деп ойлаймын. Осы төрелікке тоқтадық. Қарағанды өлке қарауына берілмей бұрынғы қалпында қалды. Мен Микоянға шын жүректен шыққан алғыс сезімімді білдірдім. Здесь сказать, что там Ташенев в чем-то виноват, когда отдавали, или Кунаев в чем-то виноват там позже, когда отдавали другие районы, передавали Узбекистану, там, это будет неправильно, потому что они оказывали то сопротивление, которое могли оказывать, но, собственно говоря, решение принималось не ими, однозначно. Ни тот, ни другой. Я читал вот эти публикации родственников Ташенева и Кунаева, и там с какими-то упреками, да, в адрес друг друга, в адрес Кунаева и Ташенева. Я думаю, это эмоции, потому что это решение принималось не в Казахстане. Я хочу сказать, что, по-моему, это был как раз-таки тот случай, когда, в принципе, казахстанская бюрократия выступила заодно. По-моему, и Ташенов, и Кунаев были против передачи земель Узбекистану. Это хлопкосеющие районы Южного Казахстана. В общем, я не думаю, что даже если бы кто-то занял еще более принципиальную позицию, а тут, мне кажется, и Ташенов, и Кунаев достаточно принципиально себя повели, там поплатились своими должностями. И
даже если бы они еще более принципиальную позицию заняли, я не думаю, что это что-то изменило бы. Ал енді осы мысалы жаңағы Қазақстан тұтастығын егер біз әрине Хрущев сияқты басшылар волюнтаристік шешім арқылы Қазақстанның жерін шашып жіберуге, көрші елдерге таратып жіберуге даяр тұрды. Ал біз сол жерді осы Қонаев сияқты, Тәшенов сияқты беделді, белсенді, парасатты тұлғалардың арқасында тұтастығын сақтап қалдық. Біз осы тұрғыдан түсіндіруіміз керек. Ал оларды, тұлғаларды бір-біріне қарсы қоюдың қажеті жоқ деп ойлаймын. Наших советских инженеров, что американцы умные люди, мы всегда об этом верили и знали. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, ноздрями бьем. А за 42 года, знаете, так шагнули, значит, что достойные партнеры. Поэтому давайте соревноваться. Кто больше даст товаров для народа. Та система лучше, та победит. Для Хрущева было важнее достичь каких-то экономических показателей, и поэтому он не очень считался с вот этими вот с какими-то национальными чувствами, он не очень считался с национальными интересами. Для него это все было второстепенно. В первую очередь он стремился развивать экономику. Единственно правильное – это свержение капитализма и построение коммунистического общества. И эти его идеи, экономические идеи, они часто были абсолютно завиральными, они были оторванными от реальности. И, в общем-то, его эксперименты, очень многие из его экспериментов, они не удались, они окончились полным крахом. В то же время он считал, что он действует правильно. И вот этими своими действиями он очень часто задевал интересы национальных элит. Он очень часто, лично даже обижал людей, задевал их какое-то национальное чувство. Плюс нельзя же забывать, что в принципе, что память-то колонизации, она же была жива. То есть целина действительно выглядела как часть процесса, начатого еще в 80-х годах 19 века. То есть это все выглядело как продолжение колонизационного движения. Вот я думаю, что просто у Хрущева, понятно, его историческая такая интуиция была, у него была достаточно слабая историческая интуиция, он не мог понять, не видел, что колонизация означала для казахов. Процент казахов никогда не был настолько низок, как в 1959 году. То есть даже после голода казахов в республике, процент казахов был выше, чем в 1959 году. А какое отношение у них было с Хрущевым? С Хрущевым у них было, в конце были очень, так скажем, плохие отношения. Потом, собственно говоря, Хрущев, он уже достал всю советскую элиту, поэтому его политическая биография таким образом и закончилась, потому что его вот эти сумасбродные решения, откровенно сумасбродные решения в конце, да, когда эти нереальные планы, это постоянная кадровая чехарда, его попытки вот эти реформировать систему управления, это все, его вот эта непредсказуемость, импульсивность, они порядком всем надоели, прежде всего в самой партии. И те сложности, которые уже СССР начал испытывать, а СССР уже, так скажем, к концу правления Хрущева, он же уже начал закупать зерно в США, да, что стало страшным ударом вообще по имиджу СССР, да, то есть вроде целину осваивали, и вот тут сейчас начали у Америки зерно покупать, да. И плюс на личном уровне у них не сложилось. Хрущев относился, он это неоднократно высказывал, относился к Кунаеву как к казахскому националисту, который никак не может от своего национализма оторваться, посмотреть на все как советский человек. Кунаев, в свою очередь, конечно, таил на него обиды.
Кунаев я этого национализма вообще не видела этого национализма. Давайте условимся о терминах. Что для вас национализм? Но, возможно, да, я плохо это понимаю, но в Ташеневе я это видела. Есть два понятия национализма, по крайней мере, которые у нас в Казахстане, да, существуют. Это этнический национализм, казахский этнический национализм, да, который касается прежде всего там, языка, культуры, да, вот таких вопросов. Это один национализм, а есть национализм, который употребляется строго в научном смысле этого слова. Да. Это он касается прежде всего вот, государственных интересов, республиканских интересов. То есть тут главные вот, интересы самого государства, интересы страны. И вот, так скажем, если Ташенева можно, ну, я не знаю, насколько можно, но хорошо, допустим, назвать в большей степени этническим националистом, то Кунаев он такой был, больше такой гражданский национализм, может быть, да, то есть для него вот интересы именно Казахстана, да, в большей степени были. Біреулер айтады, Димахмет Ахметұлы Қонаев бұл коммунистік партияның айтқанын орындаушы болды, сол үшін тағы да атақ абырой алды, бұл бар болғанда функционер болды деген ойды айтады. Бұл қате түсінік, бұл дұрыс түсінік емес. Мәселе басқада. Мынау тоталитарлық жүйе жағдайында оған ашық қарсы шығу деген сөз, ол өзінің мақсатыңмен қош айтысу деген сөз. Ал Қонаев сол тоталитарлық жүйе жағдайында бар өзінің қабілетін, мүмкіндігін қазақ еліне, қазақ қоғамының мүддесіне қызметке қойды. Біз бұны мойындауымыз керек. Он мягкой силы человек, мягкой силы, ну, типа, подождет, поймет, потом будет действовать, ну, понимаете, сдержанный. Да, это его отличало, его культура, то есть как раз-таки там, чем он отличался вот, и от Ташенева, и от Юсупова, да, те, которые там, Юсупов тот же там не церемонился, там, к нецензурной брани прибегал, да, Кунаеву почти никогда, насколько я могу понять, почти никогда он не прибегал к личному унижению человека, к личным оскорблениям. Да? Это его, вот эта высокая культура, вот, общение его отличало очень сильно от других руководителей. Но при этом он мог действовать очень жестко, принимать решения мог очень жестко и стереть человека в порошок, отправить там, с самого высокого поста в небытие политическое, отправить, он все это мог, и он неоднократно как бы принимал такие решения. Но это нормально. К сожалению, в 1974 году его настиг обширный инфаркт. То уже некоторые руководители готовились занять его место. У Кунаева были помощники, были люди особенно к нему приближенные. Я полагаю, что у него было не очень окружение, что ли. Супруга ему говорит, ты изменил своим принципам, ЦК работает родственником. Кто был параллельно из семьи во власти? Это был ваш папа,